Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории нашего государства российского. Я Александр Каменский, и тема сегодняшнего выпуска «Веселая царица» Елизавета Петровна. 25 ноября 1741 года в России произошел государственный переворот. Осуществлен он был всего лишь одной ротой лейб-гвардии Преображенского полка, предводительствуемой молодой женщиной, которая, путаясь в длинных юбках, спотыкалась о сугробы и лишь задерживала движение солдат. Но зато это была первая красавица России и дочь Петра Великого. Ей достаточно было сказать: «Ребята, вы знаете, чья я дочь?» И гвардейцы готовы были вознести ее на вершину власти. Елизавета Петровна родилась в победном 1709 году, как раз тогда, когда Москва встречала торжественно победителей при Полтаве. Она росла, окруженная заботой и лаской родителей. Ей даже прочили мужья французского короля. Но этот брачный проект не состоялся, как, впрочем, и многие другие. А когда в 1725 году умер сперва Петр Великий, а 1,5 года спустя Елизавета потеряла мать, то жизнь ее потекла совершенно по-другому. Сперва, в короткое царствование Петра II, она еще была основной звездой царского двора. Ходили слухи, что 13-летний император даже был влюблен в свою 18-летнюю тетку. Но Петр вскоре умер, на престол зашла Анна Ивановна, для которой Елизавета Петровна была лишь досадной помехой. 10 лет царствования Анны Ивановны были для Елизаветы тяжелым временем. Прежде всего потому, что новая императрица урезала ее содержание, а Елизавета любила тратить деньги и совершенно не умела их считать. Больше всего на свете она любила именно всевозможные развлечения, танцы, балы, маскарады и считалась непревзойденной в искусстве танца. Политической фигурой ее никто не считал, да она в политику и не вмешивалась. Но когда Анна Ивановна умерла, и началось правление Анны Леопольдовны, которым русское общество было крайне недовольно, взоры стали все чаще и чаще обращаться в сторону цесаревны Елизаветы. Окружение Анны Леопольдовны было этим обеспокоено, и ходили планы сослать Елизавету в монастырь. Елизавета испугалась и поняла, ей не оставалось ничего иного, как взвалить на себя бремя власти. Придя к власти, Елизавета без удержу предалась своим любимым развлечениям. Все время, как казалось современникам, она только и проводила на балах и маскарадах, меняя одно за другим новые и новые наряды. Она ревновала ко всем женщинам, которые могли затмить ее красоту. Она рассматривала все привозимые иностранными купцами в Петербург ткани. Если какая-то ей нравилась, она закупала ее целиком, чтобы никто больше не мог сшить себе платье из такой же материи. Современникам казалось, что больше ничем Елизавета не занималась. Но на самом деле у нее было, по крайней мере, 2 важных качества. Качества, благодаря которым русский историк Василий Ключевский мог написать: «С правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года не оставляло по себе такого приятного воспоминания». Первое качество Елизаветы была ее глубокая религиозность и, как казалось, совестливость.
Судя по всему, она всю жизнь мучилась совестью за то, что совершила по отношению к свергнутому с престола младенцу-императору Ивану Антоновичу. Придя к власти, она дала обет никого не казнить. По сути дела, в России впервые была отменена смертная казнь, и это немало способствовало гуманизации русского общества. О втором свойстве Елизаветы сказал историк Сергей Соловьев. Главным достоинством Елизаветы было беспристрастное и спокойное отношение к людям. Она знала их столкновения, вражды, интриги и не обращала на них никакого внимания, лишь бы это не повредило интересам службы, твердо держала равновесие между ними, не давая им губить друг друга. Действительно, в царствовании Елизаветы случались громкие отставки, но в целом это было время политической стабильности. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказывали вам об истории нашего государства российского, а завтра вы узнаете об истории советского времени.